Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, участники республиканского краеведческого конкурса видеороликов «Метанеола. Я здесь живу». Сегодня мы подводим итоги конкурса и с удовольствием объявим имена победителей. А сейчас предлагаем посмотреть небольшой видеосюжет о том, как прошел наш конкурс. Проект «Я тут живу» Метанеола, ожившие места книги «Где ты живешь», победитель конкурса проектов в области реализации государственной национальной политики «Этноинициатива-2021». Посвящен проект столетию со дня образования Республики Коми и направлен на приобщение молодежи к изучению истории родного края. В период с 16 августа по 10 октября участники конкурса создавали видео об истории и современности населенных пунктов Республики Коми, используя сведения из книги Игоря Жеребцова «Где ты живешь». В конкурсе приняло участие 60 человек. 30 групп и индивидуальных участников отправили 36 работ. В основном это школьники и дошкольники. Преобладающая часть конкурсантов – представительницы прекрасного пола. Больше всего участников индивидуальных и групп из Сыктывкара, Усть-Куломского района, Ухты и Ижемского района. По количеству авторов коллективных работ лидирует также Печора. Видеоролик о Каджероме подготовила группа школьников из 7 человек. Больше всего роликов на конкурс было подготовлено о населенных пунктах Усть-Куломского и Ижемского районов. 4 видеоролика посвящены Ударе и по 3 видео о Сысольском и Карткиросском районах. А самым популярным населенным пунктом в нашем конкурсе стала Кипиево. 3 фильма конкурсанты подготовили об этом селе в Ижемском районе. Отрадно, что видеоролики были подготовлены не только на русском, но и на коми языке, а конкурсанты наши проявили свою креативность. Рисовали, лепили, создавали виртуальные музеи, читали стихи, брали интервью, путешествовали и рассказывали сказки. Спасибо всем участникам конкурса. Сертификаты об участии будут отправлены вам на электронные почты, а дипломы победителей и призы будут переданы сегодня с руководителями центральных библиотек ваших районов. Отдельную благодарность выражаем членам жюри и председателю жюри, доктору исторических наук, директору Института языка, литературы и истории Коми научного центра Игорю Любомировичу Жеребцову. Ими была проделана огромная работа. Давайте узнаем, как наши эксперты оценивали видео конкурсантов и что они думают о проведении таких конкурсов в целом. Конкурсы пырычи сейчас мы косяшуны. Мы тачем видеоролики с колопектедлина школа ясен. Медом величи сейчас, медом велады сейчас гагарвасны. Мы коми республикан, кыче пожеветлины, мы пожетедмавны. Нешта гагарво, мы таны, зевуджут пай пуктисны велады сейчас. Атте талыш воде ноды тая учся, медом Бытмас выль поколение, том ес, кодяс оспоны камера, кодяс оспоны виштавны камера водин, шик тилыш, ас йылыш, кучака мычет, кучака шуда тор йылыш. Чай там и конкурсы скутас овны, и уна выль уч, и уна выль том ес, уна веладыш пуры частно татча. Аджиш летач. У меня здесь лист, в котором 9 пунктов. По 9 пунктам должны были ставить баллы по увиденным роликам, но вот 4 из них я выделил, они более для меня близкие, более важные, расскажу, и я в них больше понимаю. Вот один пункт. Оригинальное название видеоролика.
Название не должно быть прямым, не должно быть простым. Вот я смотрю, некоторые пытались что-то придумать с названием, поискать, а другие просто называли, вот о чем говорим, такое название. Например, о таком-то селе, значит такое название. Название должно косвенно, только косвенно говорить о том, что в ролике. Оно должно интриговать несколько, чтобы зрителю было интересно посмотреть ролик. Следующее. Качество звукоизображения. Тут вроде бы все понятно. Если качества не будет в чем-то одном, то зритель просто будет раздражен. Он не будет смотреть ролик. У него впечатление от ролика будет не совсем хорошим. То есть, насколько бы качествен ни был сценарий, ролик не получится, его не будут смотреть. Поэтому качество очень важно. То есть вы должны сразу думать, какой микрофон, на каком расстоянии вы, видео стабильно, нестабильное, отъезды, наезды, естественно, они не нужны. Резкие панорамы, стабилизатор должен работать. То есть об этом надо думать. Дальше. Оригинальность замысла. Это самое важное. То есть ролик, он должен вначале всегда интриговать. Никто не должен сразу понимать, как вы будете вести сюжетную линию, как вы будете там выглядеть, о чем вы будете говорить, как вы будете говорить. То есть вот это важно, как я это буду делать. Над этим надо всегда думать. И эмоциональное воздействие, естественно, оно складывается от как раз от 3 вещей, которые я сейчас перечислил. И если вы должны знать примерно, что зритель должен получить. Где-то рассмеяться, где-то прослезиться. Если это будет наоборот, значит вы что-то не доработали. И самое главное, вам должна эта тема нравиться. Если вам она не нравится или не интересна, то 90%, что зритель, который смотрит ваш ролик, ему не понравится. Как бы вы профессионально его не сделали. Даже если я, работая в телевидении уже более 20 лет, сделаю ролик, и если я буду к нему равнодушен, то зритель останется к ролику тоже равнодушным. Вот это самое главное. Мне это должно нравиться. Мне это должно быть интересно. Уважаемые участники республиканского краеведческого конкурса видеороликов «Метаны Ола. Я здесь живу». Хочется отметить, что работы, направленные вами на конкурс, наполнены добротой и любовью к тем родным окрестностям сел и деревень, где вы живете или родились. Вы интересно рассказали об истории нашего северного края, представили уникальные исторические и культурные объекты, достопримечательности, удивительную красоту природы. Все видеоролики, на мой взгляд, достойны высокой оценки, поскольку вы очень старались. Отрадно, что интерес к краеведческой деятельности с каждым годом возрастает. Особенно хочется отметить в этом деле самых юных участников конкурса. Желаю вам, дорогие конкурсанты, дальнейших успехов, новых идей и проектов. Настало время объявить имена победителей. Для награждения приглашаем директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужих. Итак, победителями в номинации «Самый оригинальный коллективный творческий проект» стали Аврамова Анастасия, Головко Степан, Лятьева Снежана, Шимко Егор, Шимко Екатерина, Мартынов Степан и Кожемякин Кирилл, муниципальный район Печора. Есть. Ох, слава богу, не на самолете. Победителями в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» стали Микушева Софья и Ширяева Таисия, Карткировский район. Победитель в номинации «Лучший исследовательский проект» Янчук Галина Александровна, муниципальный район Сосногорск. Награда найдет своего победителя.
Победитель в номинации «Самая структурированная работа» Федяева Анастасия Романовна, Усть-Вымский район. Победитель в номинации «Самый патриотический видеоролик» Бахир Алина Андреевна, Сысольский район. И 3 участника-победителя из Усть-Коломского района. За лучшую работу на коми-языке награждается Королева Юлия Николаевна. За лучшую панораму села Уляшова Анастасия Николаевна. За самый динамичный сюжет Антонов Илья Игоревич. Отметим, что наш конкурс состоялся благодаря поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Выражаем благодарность министру Роману Вениаминовичу Носкову и сотрудникам министерства за поддержку наших библиотечных краеведческих проектов по сохранению и продвижению коми-языка, литературы и культуры. Всем спасибо за внимание. Turem, tolavle muse, metkać kyćku i zajmit ledzi. Čužan mulit, mamit kođe musa, nemit kežle do na čužan šikt. Nemit kežle do na čužan šikt. Мункать кыче, шонит мукать барьи, ловит некор, червовный отсчет. Сыва славы, чужан москоря, чужан мутек шок векловете. Чужан мутек шок векловете. Тани чужи, тани ола, тани буден ли ме кола, тани става сменим дома чужан щит. Тани ме нам вахтен мамы, тани ме нам муса ане, тае ме нам дома выргочит. Чужан керка, ашиньовен сабри, тае ставлен, челяк дырчамон. Кащик тык, коми мортай равны, ен некор омай кывьен дойд. Тани чужи, тани ола, тани буден ли ме кола, тани става сменим дома чужан щит. Тани ме нам бахтей мамы, тани ме нам муса ане, тае ме нам дома выргочит. Тани чужи, тани ола, тани буден ли ме кола, тани става сменим